Ингурская гидроэлектростанция – крупнейшая ГЭС на Кавказе. Ее мощность составляет 1300 мегаватт. Среднегодовая выработка – 4 миллиарда 430 миллионов киловатт-час. Ингурская ГЭС находится на границе Абхазии с Грузией. В Абхазии само здание ГЭС и часть туннеля, а также 4 перепадные станции. На территории Грузии находятся плотина, водоприемник и другая часть тоннеля. Главный ресурс, за счет которого производится электроэнергия, конечно же, вода. И вот этого ресурса в этом году катастрофически мало. Плотина Ингурской гидроэлектростанции находится в Цалинджихском районе Грузии. Длина водохранилища составляет почти 25 километров. Для нормального функционирования гидроэлектростанции уровень воды должен доходить почти до верхней отметки склона. Если вы обратите внимание, то почти до того места, где начинается лес. Как вы сейчас видите, уровень воды находится в критически низком состоянии. В зимний период времени вся выработанная на ГЭС электроэнергия поступает в Абхазию, говорят специалисты. Но если смотреть в годовом разрезе, то 52% уходит в Грузию и 48% получает Абхазия. Сейчас потребление Абхазии в сутки составляет 7 миллионов 800 тысяч киловатт-час, и каждый день уровень водохранилища падает на метр. В сутки в водохранилище поступает порядка 32 кубометров воды. Это может обеспечить выработку 2,5 миллионов киловатт-часов электроэнергии. А Абхазия на сегодняшний день потребляет почти 7,5 миллионов киловатт. Если при полном водохранилище уровень воды составляет 510 метров от уровня моря, то сегодня вода опустилась ниже эксплуатационного уровня и достигла отметки 438 метров. Правда, есть аварийный запас еще 18 метров, но этой воды при такой же нагрузке хватит максимум на 20 дней. Ограничение потребления электроэнергии или же возможность организации импорта из России – единственный выход из сложившейся ситуации. Если продолжится такими темпами сработка водохранилища, то к 1 марта, в начале марта уже, через 20 дней, ресурс абсолютно будет исчерпан. И станции грозит остановка просто. И надо принимать срочные меры, то есть или импорт соседних стран, или в первую очередь, наверное, ограничения. Полноводие начинается обычно после 10-15 апреля. Так что нам еще впереди еще 40 тяжелых дней. Ливан Мибоня также рассказал журналистам об общей ситуации на гидроэлектростанции. Ремонт деривационного тоннеля, о котором идет речь не первый год, планируется осуществить в 2020 году. Станция будет остановлена на 3-4 месяца. Туннель, деривационный туннель, с помощью которого подается вода от водохранилища к турбинам, в аварийном состоянии. Мы останавливали на 10 дней в 2017 году. С целью осмотра и уточнения объемов работ. И надо приступать к срочному этому делу. Повышение фильтрационные расходы из туннеля, там, поврежденные места. Но я думаю, что в 2020 мы остановим, в течение 4 месяца справимся с этим. Но это уже точно или тоже пока предположительно? Нет, мы сейчас проводим тендер с целью выявления потенциального исполнителя работ. Деньги есть, бюджет есть. Осматривая плотину, мы заметили, что при дефиците воды она все же вытекает из водохранилища. Как сообщил Ливан Мибоня, это связано с заиленностью дна водохранилища. И чтобы вода не вытекала самопроизвольно, необходимо отремонтировать механизм глубинных водосбросов. С помощью этих водосбросов регулируется уровень воды в водохранилище вперед паводка. Вот сейчас вы видите маленький строй, небольшую. Это из-за того, что надо его ремонтировать, менять уплотнение. Но, к сожалению, уже уровень ила водохранилища достиг до порога вот этого водосброса. И затвор со стороны не можем поставить на свое место. Поэтому в программе реабилитации предусмотрена очистка водохранилища от наносов ближе к плотине. Это около 500 тысяч тонн ила надо выкачивать и освобождать место. Программа реабилитации Ингургэс была запущена в 2003 году. С тех пор за счет средств Европейского банка развития, предоставленных Грузии в кредит, проведены 3 этапа ремонтных работ. Впереди 4-й этап, который будет начат в конце текущего года.
С проблемой дефицита электроэнергии в зимне-весенний период Абхазия сталкивается не первый год. И, как отмечают специалисты, это связано с увеличением потребляемой энергии населением страны. В то же время каждый из нас часто становится свидетелем нерационального ее использования. Единственный способ все упорядочить – это установить на всех объектах жизнедеятельности счетчики. Только в этом случае граждане станут бережнее относиться к электричеству и не будут без необходимости включать свет, понимая, что за него придется платить. Ирина Аршба, Алексей Агухава, Абхазское телевидение.